самом начале пути ты никогда не можешь точно сказать, сколько времени он займет, сколько интересных событий может произойти за это время. Но просыпаясь каждое утро, ты готов сделать еще один шаг навстречу открытиям, новым знакомствам и приключениям. Ты уверен в каждой секунде, в каждом пройденном километре. Ты уверен в выбранном пути. Сеть АЗС «Паритет». Полный бак уверенности. В этом выпуске я продолжаю свой рассказ про ралли-рейд «Полюс холода». Официальный старт ралли был дан в ледовом городке 202-го микрорайона города Якутска. Дорогие друзья, сегодня замечательный вечер. Мы здесь, в ледовом городке, в хорошей такой радостной, сказочной почти атмосфере. Начинаем ралли «Полюс холода», который уже стал составной частью мероприятий фестиваля «Полюс холода». На следующий день в поселке Тюнгюлю, в 100 километрах от города, состоялся пролог ралли. Скоростная гонка по снежной целине, задачей которой стало распределение стартовых мест. Помимо участников основного ралли, здесь принимали участие все желающие испытать свои силы и получить призы за победу. В 5-й раз проводится ралли-рейд «Полюс холода». Он все более широкую поддержку получает. Итак, был дан старт, и машины ринулись покорять снежную целину. Клуб «Мамон».
Водители Прибытков Алексей Леонидович, Митяев Евгений Сергеевич. Пожалуйста, на пьедестал. Команда Хотун Тагулы. Водители Максимов Егор Егорович, Кышкин Иннокентий Гаврилович. Пожалуйста. Первое место заняла команда Моя Хантер. Водители Петров Игорь Николаевич, Никифоров Николай Романович. Поздравляем победителей! После церемонии награждения состоялся предстартовый брифинг участников, и спортсмены стартовали на первый этап ралли по маршруту Тюнгюлю-Хандыга. Огромную роль в ралли играет работа штурмана и навигации. Нужно быть постоянно начеку, просчитывать время прохождения трассы. Например, если для участников дорожного движения на трассе есть допуск в 20 км в час для проезда знаков, ограничивающих скорость, то для участников ралли-рейда такого допуска нет. То есть, проезжая участок с ограничением в 40 км в час, они должны двигаться со скоростью, не превышающей 40 км в час. И это все должно совпадать в итоге со средней скоростью, назначенной для определенного отрезка маршрута. Старт второго этапа ралли проводился из поселка Хандыга. С утра после очередного брифинга участники выстроились на старт. Второй спецучасток от Хандыги до Тамтора представляет собой дорогу с перевалами, узкими участками, где нужно быть предельно осторожным. В этом году также было нововведение. Участникам были предоставлены несколько обязательных остановок для отдыха, фотографирования или ремонта. В том числе обязательное посещение музея трассы Колыма в поселке Теплый Ключ. Вот этот знак «Стоп» означает, что здесь находится финиш второго спецучастка ралли-рейда «Полюс холода». Именно здесь наши участники будут финишировать. И их ожидает, конечно же, отдых. А завтра они будут стартовать на тот спринтерский внедорожный участок, который мы для них подготовили. Но об этом я расскажу вам чуть-чуть попозже. Ну, у нас тоже есть уже традиционная, можно сказать, миссия. Мы будем выставляться на пункте внезапного контроля времени. Именно сейчас мы туда выдвигаемся. Еще раз напомню, что пункт внезапного контроля времени, он устанавливается в любом месте трассы. И при прохождении этого участка, именно пункта внезапного контроля времени, у спортсменов не должно быть опережения по времени. То есть, если есть опережение, то они будут штрафоваться. Если, соответственно, у них есть опоздание, то на пункте внезапного контроля времени это не учитывается. То есть ничего страшного. Сейчас мы отправимся на нашу точку и будем ждать участников.
Да, мы встали на ВКВ. Так, ну пришлось так встать. Здесь, соответственно, берет связь. Специфика дорог до Тамтора, она такая, что очень узкая и нету обочины, поэтому пришлось сделать так. Подъехал камазист, наверное, думает, что мы застряли. КамАЗ выполнял другую функцию. Это была плановая отсыпка дороги на подъемах и спусках, так как перед этим были осадки и на дороге был гололед. Надо отметить, что наше необычное размещение останавливало много машин. Все хотели нам помочь. Пункт ВКВ выставили. Принято. Ну, нормально, едьте. Вот таким замечательным образом мы встретили участников пробега «Дикари в Якутии». Там две машины Лада, Нива и, соответственно, Лада X-Ray. Ей помогай. Самое главное на трассе – это взаимопомощь и взаимовыручка. Все участники ралли-рейда это понимают и помогают друг другу. Здесь, несмотря на то, что каждая секунда на счету, один экипаж помог другому экипажу выбраться с обочины. Давай, раз, два, три. Сзади. А в этом случае автомобиль УАЗ «Патриот», предоставленный компанией «Колми» для судейской бригады, помогает выбраться с обочины к КамАЗу. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить компании «Колми» благодарность за поддержку в проведении ралли-рейда «Полюс холода». Надо чуть-чуть. Ну да. Заканчивая второй этап ралли-рейда «Полюс холода», участники подъезжали к Тамтору.
2/3 соревнований были за спиной, те самые километры, которые прошли по трассе общего пользования. Мы благополучно выбрались из своей засидки в пункте внезапного контроля времени и с собранными данными отправились в Тамтор. Здесь, в Тамторе, участников ждал заслуженный отдых в спортзале поселка. Хотелось бы выразить также благодарность управлению спорта за размещение спортсменов, которым уже на следующий день предстояло участвовать в 3-м, внедорожном этапе ралли. Но об этом я расскажу вам в следующей части рассказа про ралли-рейд «Полюс холода». Впервые в истории Якутии отборочный этап мировой серии малазийских гонок Rainforest Challenge уже в Якутске. 4 дня внедорожного драйва с 9 по 12 июня. Полигон ФАМС. Схема проезда в 2 ГИС.